В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Паводки и пожары. Не за горами. Спасатели оттачивают мастерство для грядущих ликвидаций ЧС. Более 170 домов в этом году должны признать аварийными в Якутске. На этом лазерном станке можно резать с высокой точностью различные материалы. Единственное, не только на город, но и на весь район. Профессиональный 3D-принтер в одну из школ Ленска помог ребятам познать робототехнику и начать выигрывать на международных соревнованиях. А детям малочисленных народов показали виртуальную реальность. Единственная не только в Нерюнгри, но и в России специальная школа отметила День народов Севера. Якутяне показали народное творчество в Санкт-Петербурге. Привезли с собой не только традиционные изделия, но и северные мотивы. В Нерюнгринском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, трое получили различные травмы. Женщина на Nissan Tiida выехала на скорости навстречку, в результате чего совершила столкновение с Hyundai Creta. В момент автоаварии в салоне Nissan находились два пассажира, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Второй пассажир и водитель Hyundai с различными травмами также госпитализированы в местную больницу. В 10 километрах от поселка Нижний Бестяг произошел взрыв на территории станции по сжижению природного газа. Сообщение поступило в единую систему 112. На место выехали 11 человек и 3 единицы техники. На станции произошел хлопок газовоздушной смеси в контейнере с оборудованием. Открытого огня не случилось. В результате хлопка погибших и пострадавших нет. К паводку готовятся спасатели. Сегодня прошли ежегодные учения по спуску с вертолета с высоты 20-40 метров. Тренировались в местности недалеко от села Кильдямцы. В них приняли участие более 30 сотрудников службы. Спасатели отработали спуски на ограниченную площадку. В мероприятии был задействован борт Ми-8 МЧС России. Благодаря таким тренировкам спасатели совершенствуют навыки и в реальной ситуации более четко и быстро осуществляют беспарашютное десантирование. Во время паводка будет задействовано 7 групп спасателей. В занятии участвуют все наши спасатели аэромобильного подразделения, 38 спасателей. И приглашены спасатели из наших улусных филиалов. Тренировочные спуски необходимы без парашютного десантирования, поскольку у нас во время прохождения ледохода бывают особенно очень часто охотники, они остаются в ледовом плену в островах рек нашей республики, и придется их вытаскивать таким парашютным десантированием. Готовятся к весне и в Усть-Кутском отделении УМТС, правда, по-своему. В зимний период отправили для подразделения «Алроса» 5000 тонн грузов. Без работы зимой не сидят, но больше всего ждут навигацию. Функции не меняются в зависимости от сезона, правда, летом темп значительно ускоряется. Олеся Васева с подробностями. Еще одна машина уходит на зимник. Отсюда с Усть-Кутского отделения МТС с начала зимних грузоперевозок снабженцы отправили 5000 тонн. В межнавигационный период отделения – большая перевалочная база. В зимний период мы перерабатываем также груз и отправляем его зимникам. То есть тот груз, который необходим компании именно в срочном порядке, мы отправляем зимникам. Подготовка к навигации начинается уже в весенний период. Всего лишь 15% всего груза доставляют на базу в Усть-Куте на машине. Большую часть завозят по железной дороге. Облегчает работу с вагонами и собственный локомотив и ЖД-пути на всем протяжении базы. Одновременно снабженцы могут обрабатывать до 10 вагонов. Навигацию мы перерабатываем в основном вагон, пароход, склад. Сейчас у нас идет вагон, автомашина, склад. И погрузка идет на автомобильный транспорт для доставки его туда, в район Мирного, Удачного. Весь груз, за исключением сыпучего, идет через Усть-Кут. Это широкая номенклатура, поэтому база оснащена под любой вид. Есть 3 портальных крана, 4 козловых. Технологический транспорт. Абсолютно вся техника будет задействована в навигацию, поэтому к ней уже готовятся. Функции базы хоть и не меняются в зависимости от сезона, но летом темп значительно ускоряется. Зимник близится к завершению, то есть до 1 апреля.
и начнется плавное накопление на летний период. А в настоящее время все подготовительные работы, связанные с ремонтом перегрузочной техники, проведены. Основная доля отгрузки и наиболее напряженный период, конечно, приходится на навигацию. Работа снабженцев 7 дней в неделю без выходных. С началом речных перевозок сотрудники отделения перейдут на круглосуточный режим. Олеся Васева, Ксения Некрасова, Виктор Горелов. Телеканал «Алмазный край». За последние 10 дней в травмпункт столицы с различными травмами обратились 873 человека. Из них 323 подскользнулись на улице, 68 получили травму, катаясь на катке или с горок. Пациенты сначала проходят рентген-обследование, после осмотра снимка накладывают бинт. В большинство случаев при переломах накладывают гипс, он полностью высыхает через 24 часа, поэтому медики на это время рекомендуют отказаться от активных движений. К нам поступают с тяжелыми травмами, которыми срочно, экстренно нужна операция. Мы таких осматриваем, обследуем и направляем уже в стационарное лечение в РБ номер 2 в приемный покой. Кости бывают разные, у кого-то плотная кость, у кого-то порозная кость. В большинстве случаев у людей, возрастных людей, остеопороз у нас с каждым годом увеличивается. В России ввели в гражданский оборот более 180 тысяч доз Эпивак-Короны. Об этом сообщается на сайте stopcoronavirus.rf. Вакцину вводят двукратно, внутримышечно, с интервалом в 3 недели. Все добровольцы осмотрены после первой вакцины или на 21-й день после введения второй дозы препарата. Уточняется, что сильных нежелательных реакций не наблюдалось. Кроме того, внесены изменения в регистрационное удостоверение вакцины Эпивак-Корона. За последние сутки в Якутии выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске COVID-19 заболели 18 человек, в Алданском районе 3 случая, в Мегино-Кангаласском и Тампонском по 2. В Ленском и Алекминском районах по одному заболевшему. За сутки лаборатории региона провели более 1700 исследований на COVID-19. Получили первую вакцину более 55,5 тысяч человек, а вторую более 39 тысяч якутян. Поступление следующей партии вакцины, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, будет осуществлено, ее отгрузка будет осуществлена на следующей неделе. Обращаю ваше внимание, что мы дальше продолжаем запись на первичную вакцинацию и, соответственно, все те вопросы, очереди, которые есть по вакцинации у нас на настоящий момент, мы начнем их ликвидировать со следующей недели, исходя из того количества, которое к нам поступило. В Нерюнгринском районе санитарно-эпидемиологическую обстановку расценивают как благоприятную. Рост заболеваемости по всем формам не превышает эпидпорогов ни по одной возрастной категории. По коронавирусной инфекции, хотя ситуация и стабильна, но есть незначительные отклонения со стороны образовательных учреждений. На удаленном обучении находятся 2 группы детских садов и 1 класс. Но пока не выполнена вакцинация в полном объеме, говорить об отмене всех ограничительных мер рано. Настораживает момент с сальмонеллезной инфекцией. То же самое по остальным кишечным инфекциям. Призываю всех соблюдать правила личной гигиены, поскольку в первую очередь кишечные инфекции относятся к... Второе название их – это инфекции грязных рук. Поэтому при соблюдении правил личной гигиены, при соблюдении правил обработки пищевого сырья, пищевых продуктов и их употребления, мы, соответственно, обезопасим себя от данного вида инфекции. В семью Латышевых из Хангаласского района пришла беда. У многодетной мамы Александры обнаружили опухоль головного мозга. Ей срочно требуется дорогостоящее лечение за пределами региона. Вот только где, пока неизвестно. Чтобы не терять времени, отец семейства Николай уже начал вести переговоры с крупными клиниками и объявил о сборе средств. С родственниками встретилась наш корреспондент. Только недавно в семье Латышевых царило счастье и идиллия, ведь на свет появился новый член семьи – маленький Кеша. Ничто не предвещало беды, но как гром среди ясного неба врачи поставили Александре страшный диагноз – опухоль левой лобной доли головного мозга глиального ряда. Ночь 3 на 4 я сидел за компьютером, она в 12 ночи встала, покормила ребенка и уснула. И в 2 ночи
у нее неожиданно судороги были, эпилепсия, похоже на эпилепсию. Я вот подбежал к ней и стал вот первую помощь оказывать. Раньше у нее были такие? Раньше у нее таких судорог вообще не было. Александру экстренно госпитализировали в Покровскую городскую больницу. После перевели в Якутск. Сейчас я с Александром, вот, женой общаюсь каждый день даже не по несколько раз, и видеосвязь, и через телефон. Ну, она сейчас на данный момент себя хорошо чувствует, нормально. Ну, иногда голова болит, головокружение есть. Больше всех по маме скучают дети. Год назад семья взяла на опекунство племянника. И сегодня Александра с Николаем – родители 6. Старшему 14, младший родился всего 3 недели назад. Нам бабушка помогает за присмотром. Старшие ходят в школу, 3 старших, и дочка, и племянник на опекунстве у нас находится, сестры, сын. Он тоже в саде ходит. Латышевы – пример современной образцовой семьи. Супруги – оба педагоги. Дети – круглые отличники. Их семейное хобби – спорт. Будь то шашки, лыжи, эстафеты. Ни одно городское и районное мероприятие не проходит без их участия. К сожалению, в республике подобную операцию не проводят. Кроме того, после хирургического вмешательства потребуется долгая реабилитация. Сама ничего не помнит. Очутилась, что у нее в трубках лежит. Потом вот они обследование сделали вот на РБ-2 и обнаружили вот такой диагноз. Требуется срочно дорогостоящее лечение. Прошу вас, давайте не останемся равнодушными и поможем молодой многодетной семье побороть коварную болезнь. Родные Александры надеются на помощь и поддержку земляков. Важна любая помощь. Каждый переведенный рубль и каждая уделенная минута. Минуты несутся быстрее. У Александры шанс один. Он последний. Виктория Федорова, Виолетта Засимова, Григорий Хлопков, Якутск, Покровск. 175 многоквартирных домов планируют признать аварийными в этом году в Якутске. Сегодня межведомственная комиссия выезжала по 7 адресам в район Сайсар и Борисовки. Это деревянные многоквартирные дома без благоустройства, которые не соответствуют требованиям к жилым помещениям. Главным критерием для признания дома аварийным является степень износа здания. Таковым дом признают, если он составляет более 70%. Учитывается и нарушение технических конструкций, а также заключение экспертной организации. До нашего выезда выезжает экспертная организация, замеряет, делает фотографии, исследует дом. И уже по их выводам мы тоже выезжаем, смотрим действительно так и принимаем решение о признании дома аварийным. Деревянные дома 60-х годов постройки, 10-х годов постройки были построены с учетом максимум на 50 лет. Но они у нас стоят по 70-80 лет, конечно, это неправильно. И вот состояние мы уже видим, оно критичное. Выборы главы города Якутска пройдут уже в конце следующей недели, но участковые избирательные комиссии начнут свою работу завтра. Тем жителям, которые не имеют учетной записи на портале госуслуг, можно заранее подойти на свой избирательный участок для уточнения списков избирателей. Отмечается, что на выборах главы столицы как досрочное, так и дистанционное голосование не предусмотрены. Отмечу, в этом году избирательных участков стало больше из-за увеличения числа жителей Якутска. Особенность еще этих выборов заключается в том, что мы будем голосовать в течение 3 дней подряд. Пятницу, субботу, воскресенье, 26, 27, 28 марта. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Поэтому все избиратели, которые не могут, например, в воскресный день подойти на участок, или по каким-то причинам не хотят этого делать именно в воскресенье, то могут подойти в субботу и в пятницу. А избирательные участки до дня голосования будут работать в режиме с 2 часов дня до 8 часов вечера. В СВФУ в рамках форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» сегодня прошла дискуссионная площадка «Наука молодых», где были затронуты наиболее остростоящие вопросы касательно деятельности молодых исследователей Российской Федерации.
В работе принимали участие молодые представители ученого сообщества России. Площадка прошла в смешанном режиме. Главной темой обсуждения стала необходимость закрепить на законодательном уровне критерии статуса «молодой ученый», что позволит выработать более четкие условия для их материальной поддержки. Фактически мы не задаем ему какую-то глобальную, вот говорим, иди только туда. Нет. То есть будут оценены его навыки и возможности, то есть его компетенции, то есть чем он обладает, какой у него лидерские, какие лидерские качества, какие коммуникативные способности, какие способности к анализу информации, устойчивость в стрессовых ситуациях и прочее, прочее, прочее. Будут показаны его слабые места и будут показаны сильные. И по слабым местам будут даны возможности развития. В зависимости от того, куда он хочет развиваться, ему будут, собственно, подбираться образовательные программы. Между тем, третий республиканский ГИС-хакатон открыл свои площадки сегодня в столице региона. Мероприятие считается марафоном разработок в области геоинформационных технологий. С новыми разработками, которые, возможно, скоро плотно войдут в нашу жизнь, ознакомился наш корреспондент Дмитрий Тымыров. 138 участников и 36 команд. Это не только представители региона, но и участники из других субъектов страны. Часть мероприятия, по словам организаторов, будет проходить на площадке Zoom. Мероприятие будет идти 3 дня. Сегодня у нас считается нулевым днем. День открытия, день, когда ребята выбирают кейсы. Мы собрали 12 кейсов, которые были представлены от различных органов власти, от наших спонсоров, от наших технологических партнеров. Подготовленные кейсы тесно связаны с вопросами улучшения жизни в городе, с развитием городского пространства, созданием интернет-площадок, обмена мнениями и другое. Основной спонсор и партнер мероприятия 2GIS подготовила для ребят сразу несколько кейсов. Мы в данном случае предоставили 5 кейсов. Первый кейс – это насчет городского транспорта. Сейчас в скором времени мы будем транслировать городские маршруты на карте 2GIS. И хотелось бы немножко оцифровать, то есть показывать онлайн-версии, сколько людей находится в автобусах. То есть чтобы человек понимал, наполнен автобус или нет. Второй кейс – это встроить голосовое сообщение, не сообщение, а Алису, можно сказать, с помощью которого можно будет управлять, переключать музыку, узнавать прогноз погоды, с искусственным интеллектом, естественно. Хакатон будет проходить в течение 3 дней и завершится в это воскресенье. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей, не считая призы от спонсоров. А среди школьных команд будет разыгрываться путевка на участие в финал конкурса «Моя профессия IT». Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Печатают детали для квадрокоптеров и других изделий ребята в Ленске. Ученики 3-й школы единственные в городе, кто обладает высокопрофессиональным 3D-принтером, и единственное учреждение в Ленском районе, где робототехника развита на таком уровне, что учащиеся побеждают со своими работами в международных конкурсах. Какое еще новое цифровое оборудование приобрело руководство школы, расскажет наш корреспондент Анна Кожевникова. На этом лазерном станке можно резать с высокой точностью различные материалы от пенопласта до фанерного листа. Сейчас с помощью этого принтера ученики школы номер 3 моделируют самолет времен Первой мировой войны, а затем для следующего проекта возьмутся за катамаран. На такие уроки технологий дети ходят с удовольствием, а также занимаются во внеурочное время. Большинство спрашивают, можно ли просто приходить делать что-то не именно в часы работы. Вот мне пусть приходят, а до уроков своих приходят, клеят, уйдут на уроки, придут на переменки, что-то делают, потом дальше идут работать. В этом году в школе появилось новое цифровое оборудование – это интерактивные доски. В рамках национального проекта образования по программе «Цифровая образовательная среда» мы получили оборудование для 2 наших кабинетов информатики. На сегодня это оборудование активно используют. Вот есть такая замечательная доска, сегодня учителя ее активно используют. Значит, тут очень большие возможности у данных технических средств. Также ученики школы номер 3 теперь могут заниматься графическим дизайном. Помимо цифровых досок были закуплены специальные компьютеры. С помощью высокопрофессионального технического оборудования учащиеся 3-й школы создают свои уникальные проекты, с которыми завоевывают призовые места даже на международном уровне. Сегодня с нетерпением все ждут окончания пандемии и участия в новых конкурсах. Но успех этих целеустремленных и отлично подготовленных ребят ждать, думаю, не заставит. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В третье воскресенье марта отмечается День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства России. Сегодня в преддверии празднования в Доме правительства республики состоялось торжественное чествование работников сферы. В этом году профессиональный праздник выпадает на 21 марта и проходит на официальном уровне уже в 41 раз. Коммунальный комплекс в Якутии, как вы все знаете, является одной из стратегических отраслей Республики Саха-Якутия, обеспечивает теплом, светом, водоснабжением наше население республики, потребители республики. Многотысячная армия предприятий коммунального комплекса выполняет архиважную задачу и несут людям тепло и свет. В этот знаменательный день хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, здоровья семьям, близким и успехов в нашей трудной и очень ответственной работе. А седьмой год Якутия отмечает 19 марта День Арктики. Праздник учрежден указом главы республики в 2014 году с целью поддержки и развития арктических районов региона. Единственное в России общеобразовательное учреждение, обучающее детей малочисленных народов Севера, находится в городе Нерюнгри. Это школа-интернат «Арктика». О буднях школы после снятия ограничительных мер расскажет Екатерина Павлова. Экспериментальная школа «Арктика» возобновила очное обучение с начала текущей недели. Целый год арктиканцы учились в дистанционном формате. Тем сильнее была их радость возвращения в свой второй дом, в родные стены любимой школы. Я очень сильно скучала по школе, но дистанционное обучение вполне можно преодолеть все трудности. Но да, конечно, очень хотела учиться очно. Сегодня «Арктика» входит в сеть президентских школ и ассоциированных школ ЮНЕСКО, является федеральной и республиканской экспериментальной площадкой по реализации проектов по возрождению и развитию языков и культуры коренных малочисленных народов Севера. А в 2020 году на базе школы открыт Центр образования «Точка роста». Центр «Точка роста» – это, конечно, центр притяжения для детей, которые увлечены наукой, творчеством, проектами. 3 новых кабинета с современными технологиями, улучшенные возможности изучения материалы по информатике, ОБЖ, технологии и проектной деятельности. Это тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации. Реанимация происходит следующим образом. Мы ложим человека на твердую поверхность. Проверяем зрачки, дыхание и пульс. Если этих признаков нет, то мы начинаем реанимацию. На базе уже знакомых предметов модернизированы и открыты новые дисциплины – лего-студия, робототехника, шлем виртуальной реальности. В нашем «Точке роста» есть шлем виртуальной реальности. Это интерактивный трехмерный искусственный мир, созданный при помощи компьютерных технологий. Погружение в этот мир дает иллюзию реальности. Есть возможность рисовать в трехмерном формате, создать свои проекты архитектуры, побывать в космосе, посетить Марс. Можно изучить анатомию человека. Для будущих хирургов есть возможность сделать вымышленные операции и запомнить алгоритм. И все это в трехмерном формате. Создание такого рода образовательного пространства позволяет каждому ребенку получать качественное образование и развивать свои таланты. Мы ждали наших детей достаточно долго. И вот мы с нетерпением готовились, мы волновались. И я думаю, наши дети готовы к принятию, обмену новых знаний, своей информации и готовы осваивать все новые и новые технологии. Ждет их очень много интересного и полезного. Школа «Арктика» сохраняет свои коренные традиции, не отстает от требований современности и с точкой роста является центром притяжения социокультурной жизни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования, проводником новых технологий. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Санкт-Петербурге завершила свою работу выставка декоративно-прикладного искусства «Снежные узоры Якутии». На ней представлены работы мастеров художественных промыслов из Жиганского района и города Якутска. Среди экспонатов – комплекты зимней эвенкийской одежды, праздничное конское убранство, коврики и шкура оленя. По итогам конкурсных смотров коллективы «Звездочка» и «Радость» стали победителями в номинациях «Народный танец». Якутян наградили дипломами лауреатов в номинациях «Народный вокал», «Народные инструменты» и «Лучший национальный костюм». Гран-при фольклорного фестиваля среди взрослых завоевал хомусист Евгений Сивцев из Ленска.
Мы познакомились и с каждым годом знакомимся все больше с культурой Якутии. Яркие, талантливые люди, люди искусства, люди горящие, пылающие своим делом подарили нам много вещей, много творческих номеров, много изделий из меха, из камня, из металла и других материалов, которые мы сегодня сумели наблюдать и даже прикоснуться. Узнав, что будет такая выставка из республики, конечно, я приехала увидеть земляков. Потом я знаю, что наша Якутия многонациональная, потому что у нас очень много национальностей. Более 20 народностей. Очень хорошая выставка. Вот, и концерт очень интересный. Это были итоги дня. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальное дистанцирование. А у нас на этом все. Спасибо за внимание и до свидания.